Сегодня в Ингушетии принимает поздравления Руслан Нальгиев. За мужество при исполнении служебного долга указом президента ему присвоено звание Героя России. Рискуя жизнью и здоровьем, он спас 95 сослуживцев. Единственное, о чем он до сих пор жалеет, это о том, что не смог остановить террориста несколькими минутами раньше. Здесь был один из кабинетов отдела кадров. Бывший участковый уполномоченный Руслан Нальгиев в отставке уже почти 3 года, но с товарищами по работе связи не теряет. Часто встречаются, вспоминают былое. Сегодня вот с Тимуром Зауровым опять пришли к бывшему зданию районного отделения внутренних дел, где 17 августа 2009 года и произошло то, что круто изменило его жизнь. Все случилось рано утром, когда проходил развод милиционеров, на котором их инструктировали и ставили задачи на день. Боевики, судя по всему, планировали напасть на Назрановский РОВД именно в тот момент, когда здесь было большинство сотрудников милиции. «Желтая газель», которой управлял террорист, набрав огромную скорость, протаранила ворота. Все решали секунды. Капитан Нальгиев не растерялся, бросился на перерез машине со взрывчаткой, на ходу открыл огонь по автомобилю. Эти несколько мгновений и позволили его сослуживцам рассредоточиться и приготовиться к неравному бою. Пробитый выстрелами Руслана, двигатель заглох и тут же раздался сильнейший взрыв. Если меня память не подводит, то по экспертизе яма составляла, воронка составляла 2,40 в глубину, 5,20 в диаметре. Как говорят очевидцы, от машины боевиков Нальгиев находился всего метрах в 5, получил тяжелейшие ранения, потерял ногу, но выжил. Такой ценой он спас жизни 95 сослуживцам. Я много раз на это место возвращался. Для меня она как и тепло отражается от него, так и холод отражается. Тепло, потому что у меня здесь были друзья, коллеги, с кем я постоянно был в контакте, кем я мог доверять в этом случае. А холод, потому что действительно холод. Потому что их на мгновение ока не стало. За секунду, можно сказать. Тимура Заурова, друга и сослуживца Нальгиева, в то утро не было рядом. Но он одним из первых приехал на место взрыва. Рассказывает, что капитан довольно долго находился в сознании. И первый вопрос участкового – что с ребятами? Он является этим идеальным человеком. Это не мое мнение, это мнение даже всех, кто его знают, даже соседей, родственников. Здесь даже не надо ничего там. Даже до этого случая, которые наши коллеги, которые в других отделах работают, даже которые с нами учились, только так и отзываются о нем. Отличился капитан Нальгиев и 22 июня 2004 года. Тогда при нападении боевиков на Назрановский РОВД он принимал активное участие в его обороне. Известие о присвоении ему звания Героя России стало для капитана полной неожиданностью. Говорит, что эта награда принадлежит не ему одному, а многим товарищам, с которыми старались работать по совести. А пока Руслан Нальгиев думает о будущем, которое он не представляет себе без службы в полиции. Александр Сиротин, Ольга Кири, Константин Харламов, Владимир Ковалец и Владимир Лапин. Первый канал, Республика Ингушетия.